Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İşleriniz yaxşı mı? Evde okudunuz? Kur'an дома читали? Кто не читал? Кто не читал? Читала? Машаллах, машаллах, пек яхша. И буква большая, буква нун без сукон. Просто она пустая приходит. Как ее надо говорить? Распеваем через нос, да? Как мы называем это правило? Самолетик, как будто самолет летит. В самом сердце Эски-Карема, в стенах мечети Зубейр-Джами не слышно строгого школьного звонка. Но каждый ребенок знает, здесь его ждет встреча с мудростью, которая пройдет через всю его жизнь. Более 30 мальчиков и девочек здесь постигают азы чтения священного Корана. Изначальный возраст я подбирал к своим детям, да, к сыну, в каком возрасте. Потом родители увидели, начали просить других возрастов. И я взял попробовать. И в принципе получилось, да, в том, что даже 4- и 5-летний ребенок, 6-летний, то есть до школы, у меня много учеников, которые научились Коран читать до того, как они научились читать на русском или на татарском, до того, как в школу пошли. Не знали алфавит, но знали, читали Коран. Sayılı dostlar, eski Kırım'ın Zubeyir Cemisi'nde Kur'an okumağa öğretirler ve şimdi benim yanımda 5-6 yaşında olan kızcıklar. Tek tasavvur etiniz, onlar bu derslerge kelip başlaganda aman 4 yaşında ediler. Многие из этих детей еще даже не ходят в школу, но именно этот возраст называют золотым временем. Мозг ребенка в этот период способен усваивать колоссальные объемы информации, которые взрослому дались бы с трудом. Олар тез бұны öğrenелер, олара қолай, onun için terbiye gibi балалықтан başlamak керек. Мектепте балалықтан başlana, onun için bu da мектеп gibi, yaşayış mektebi. Onun için тырышамыз bu yoldan оларны алып бармага. Иншаллах, хотел бы, чтобы они его выучили наизусть, обе. И хотел бы, чтобы они понимали язык. Поэтому, наверное, это одна из причин, почему отдал так рано. Потому что путь большой, длинный, много времени. Взрослым людям тяжелее это делать. Чтению Корана обучаются дети из семей с разным уровнем религиозности, но в стенах мечети эти различия исчезают. Ее двери открыты для каждого. Откроем любую наугад страницу. Любую страницу открой, кызым. Любую. Ага. Назови номер страницы, чтобы я тоже открыл. 367. Теперь читаешь один аят. Бисмилля скажи, один аят прочитай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаджа'альху юзадан изан иляка кабиран. Мне 7 лет, я прихожу в джами, чтобы хорошо читать Коран. Я знаю 10 сур. Моя любимая сура – это Курайш. Мне 7 лет, и я прихожу в мечеть, чтобы читать Коран, чтобы у меня было много савапов. И я знаю 8 сур, моя любимая сура Идаджа. Прочитаешь нам? Да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Идаджа насруллахи валь-фатх. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Мен 8 yaşında, мен 6 yaşında okumağa başladım Kur'an. Мен okuyayım Kur'an для того, чтобы савап казанмага. Основная цель не сделать человека хафизом или много знаний дать, да? А то, что ему в жизни нужно будет, этому ребенку, как человеку, как просто мусульманину, да, самый минимум, это мы обучаем чтению Корана, заучивают после чтения, когда они уже все со всеми правилами, произношениями научились читать, 25 самых коротких дуалар, да, молитвы из Корана, потом они учат все дуалар, которые в намазе, после намаза, то, что в жизни ему нужно. Мальчики учат дженазе намаз, как проводится, да? Азан, соответственно, хамед, как дается, помощь имаму, то, что можно. То есть все, что в жизни, байрам намаз, как проводится, чтобы человек пришел, ребенок, он вырастет завтра, быстро года проходят, раз, ему 15 лет. Он в любое место попал на дженазе, он знает, как прочитать дженазе. Если он попал на байрам намаз, он не просто повторяет, как многие люди приходят и просто повторяют. Он знает, что, где нужно прочитать.